Если театр начинается с вешалки, а концерт с гримерки перед началом, татар-жира здесь не протолкнуться. Макияж, прически, молодая певица Алина Софиуллина занята более важным делом – гладить платье перед выступлением, сама, без помощников. У татарских артистов я не видела такого, честно говоря. Это, наверное, у зарубежных или у российских звезд. У нас такого нет. У каждого артиста придуманный стилистом образ. Подготовка к фестивалю идет уже несколько месяцев, ведь татар-жир – это оценка их работы за целый год. Готовились мы очень долго, со стилистами думали над образом. Вот сегодняшняя прическа, это где-то быстро так получилось. Образ такой легкий. Целый год по радио ротировались песни, любимые песни наших слушателей. От них были как бы приняты голоса. И от этого уже сейчас смотрится как бы итоговая планка. Пока артисты наводят марафет, зрители в предвкушении большого шоу спешит занять свои места. Билеты в этом году на татар-жиры стоят от 2500 до 5000 рублей. Несмотря на это, они как горячие пирожки разлетелись уже давно. Все билеты проданы всего за пару дней. Я сам с Москвы приехал, вот, ни о чем не жалею. Я в прошлом году тоже был, мне очень понравилось, вот. Так что всегда я приезжаю, мне очень нравится. Самый большой татарский концерт, который все ждут с нетерпением и ожидают самых лучших выступлений. Мы каждый год ходим, это традиция. То есть это новые впечатления, новые эмоции. Ждем от молодых исполнителей что-то интересного, что-то такого яркого, запоминающегося. Огромный экран, световые эффекты и 8 ведущих на сцене. Фестиваль эстрада татар-жира открывает свой занавес, вернее, раскрывает все секреты. Ведущих разделили на пары. По сценарию они представляют собой времена года: зима, весна, лето, осень. Перед выходом на сцену нервы у них зашкаливали даже больше, чем у артистов. Что ли, вот нет укладки, укладки отсутствует. В отличие от Рамиля Тухватуллина, Алсу Абыльханова ведет себя менее сдержанно. Ощущений очень много. Конечно, для меня это не ново, но так как действительно татар-жир впервые, то суета, волнение, вот это все вот перед началом, много информации, но несмотря на это, приятные волнения. Если артисты могут похвастаться количеством золотых барсов, то постоянная ведущая Гульнас Сафарова подсчитывает наряды. Они у меня раскиданы и у меня дома, и у свекрови, и у мамы, и у бабушки. Но у меня есть желание собрать вот эти все платья в одном месте, в какую-то студию объединить, что ли. В этом году вот это платье мне шила Надежда Аюпова. Я представляю пару зимы. Первый день фестиваля организаторы сделали в форме гала-концерта. Тут лучшие артисты со своими хитами. И, наконец, зритель увидел обещанное шоу в стиле Евровидения. До Димы Билана и Эльвиры Нагимовой еще далеко. Ее выступление напоминало телевизионное шоу «Танцы на льду». Для первого раза все прошло удачно. Волновалась очень, но боялась даже. Но все равно в итоге вроде собралась и вышла. Взять что-то с Евровидения и что-то из других фестивалей – это, конечно, определенный шаг вперед. Ведь татар-жиры – это уже национальный бренд. Есть своя история, лауреаты, звезды, золотые барсы. Главные организаторы на месте не стоят, ищут и находят что-то новое. Мы живем в новом времени, и вся новизна это она нужна. Татарская эстрада давно нуждается в таких новиночках, поэтому, я думаю, зритель это оценит. И вообще уровень татар-жиры поднимется еще выше. Так и должно быть, потому что это песня года, все-таки это значимое мероприятие. Это единственный фестиваль, который можно назвать вот действительно на уровне, действительно не стыдно показывать, но не татароязычному зрителю. Это не совсем татар-жира. Там я слышал обычно 2 песни. А остальное это не песни, это что-то, какие-то речитативы, незапоминающиеся, композиторы, какие-то доморощенные композиторы блуждали между 3 нотами. Без вручения золотых барсов первый день фестиваля совсем не был похож на татар-жира. Однако радует то, что есть второй день, когда на сцену выйдут самые яркие звезды. Ниаз Рахман, Ленар Хузиахметов, столица. Итоги недели.